И это ваша дружба и выполнение правил. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас шокирует. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Рабочие из Таджикистана и Узбекистана пожаловались в полицию, что им не выплатили деньги за строительство окопов в Запорожской области. За один окоп наниматели обещали заплатить 800 тысяч рублей. Одному из пожаловавшихся теперь угрожают расправой, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, таджикистанцу Аминджану предложили опасную, но хорошо оплачиваемую работу около месяца назад. Парень, сидевший без дела, согласился, и его отправили в Запорожскую область на автобусе. По словам мужчины, вместе с ним были 32 человека, все граждане Таджикистана и Узбекистана. Строителей привезли на место, поселили в заброшенные дома, и они начали работу. Окопы рыли с помощью трактора, затем строители усиливали их балками, пишет «База». Сообщается, что мужчина проработал около месяца. За это время он вырыл 2 окопа. Когда пришло время платить, нанимавший его Сергей отдал ему лишь 595 тысяч рублей, меньше, чем за один окоп. Аминджон несколько раз звонил Сергею, чтобы тот выполнил изначальные условия, но наниматель отказался, отмечает канал. Даже при таком раскладе таджикистанцу повезло больше, чем некоторым коллегам. По его словам, часть остальных строителей пока не могут вернуться в Москву. У кого-то случился аппендицит, другой рабочий потерял кисть руки, но никакой адекватной медицинской помощи они не получили. Вернувшись в Москву, Аминджон написал заявление на обманувшего его Сергея Евгеньевича. По информации, с таким же заявлением в полицию обратились еще 3 рабочих из Таджикистана, а после жалобы Аминджону начали звонить с незнакомых номеров с угрозами. Неизвестные требуют от него забрать заявление, или они приедут и расправятся с ним, сообщает канал. Данных Сергея Евгеньевича Аминджон не помнит, никаких бумаг или договоров он не подписывал. Теперь он сильно напуган и боится выходить из дома. Как вы относитесь к такой ситуации, что из-за нужды наши соотечественники подписываются непонятно на что? А сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района в Санкт-Петербурге по горячим следам задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве другого таджикистанца. Как сообщает портал fontanka.ru, инцидент произошел 16 февраля на складе на улице Солова. 25-летний гражданин Таджикистана пришел к 24-летнему земляку на склад. У мужчин оказалась одна дама сердца на двоих. Старший потребовал у младшего оставить их в покое, однако второй не согласился, после чего между ними началась ссора, которая переросла в драку, сообщает портал. В результате все закончилось ударом ножом в грудь, от которого скончался молодой человек на месте. Оперативники, прибывшие на место, начали поиски и взяли подозреваемого около 5 утра, 17 февраля на другом конце города. По предварительной информации, у него также изъяли орудие убийства – нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как вы относитесь ко всем этим ситуациям, и как вы думаете, почему наши соотечественники в ней оказываются? А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.